Салом алейкум ба ҳама. Намунаи савол масъалаҳои тест аз фанни забони русӣ барои довталабони соли 2025 ки тибқи маркази миллии тест мехоҳанд дохил шаванд. Биё аз якум савол сар мекунем. В переносном значении существительный угол употреблено в словосочетании глухой угол. В переносном значении существительный мусор употреблено в словосочетании словесный мусор. В переносном значении существительный багаж употреблено в словосочетании умственный багаж. В переносном значении прилагательный сухой употреблено в словосочетании сухая встреча. В переносном значении прилагательный сырой употреблено в словосочетании сырой доклад. В переносном значении прилагательный седой употреблено в словосочетании седой туман. В переносном значении глагол снят употреблен в словосочетании снят обвинения. В переносном значении глагол снят употреблен в словосочетании снят выговор. В переносном значении глагол снят употреблен в словосочетании снят запрет. В переносном значении глагол сорвать употреблен в словосочетании сорвать наступление. В переносном значении глагол поднять употреблен в словосочетании поднять требования. В переносном значении глагол поднять употреблен в словосочетании поднять интерес. В переносном значении глагол поднять употреблен в словосочетании поднять активность. В переносном значении глагол терзать употреблен в словосочетании терзать слух. В переносном значении глагол жить употреблен в словосочетании жить надеждой. В переносном значении глагол наградить употреблен в словосочетании наградить талантом. В переносном значении глагол набрать употреблен в словосочетании набрать скорость. В переносном значении глагол набрать употреблен в словосочетании набрать высоту. В переносном значении глагол набрать употреблен в словосочетании набрать темп. В предложении он не заметил, как за пару минут отбил у ребенка охоту говорить с ним вместо слова отбил. Можно употребить слово уничтожил. В предложении есть и факты аномального поведения животных. Вместо слова аномального можно употребить слово странного. В предложении несчастный турок имел очень кислое выражение физиономии. Вместо слова кислое можно употребить слово печальное. В предложении вечер оказался не таким уж и сухим, а некоторые выступления даже вызвали интерес. Вместо слова сухим можно употребить слово скучным. В предложении особенно неприятной была его с легким оттенком высокомерия сухая манера общения. Вместо слова сухая можно употребить слово сдержанная. В предложении ничего не знавший о случившемся князь был весьма удивлен столь сухому приему. Вместо слова сухому можно употребить слово холодному. В предложении неужели столько лет безупречной службы их семье не является прямым доказательством твоей преданности им? Вместо слова безупречной можно употребить слово безукоризненной. В предложении при минимальном количестве слуг такая безупречная чистота в огромном доме, где она теперь была хозяйка, удивляла вместо всех. Вместо слова безупречная можно употребить слово образцовая. В предложении
Поэтому за столько лет безупречной работы он и не смог подняться по служебной лестнице выше должности бухгалтера. Вместо слова «безупречной» можно употребить слово «добросовестный». В предложении каждый поворот головы наполнен достоинством, а на лице играет мягкая улыбка. Вместо слова «мягкая» можно употребить слово «нежная». В предложении мрачные мысли и скверные предчувствия начали овладеть мною. Вместо слова «скверные» можно употребить слово «плохие». В предложении Александру очень хотелось отогнать эти гадкие мысли. Вместо слова «гадкие» можно употребить слово «отвратительные». В предложении «пока научишься делать эти незатейливые вещи, пройдет время, а руководителю это невыгодно». Вместо слова «незатейливые» можно употребить слово «элементарные». В предложении этот незатейливый способ обработки информации сразу определил, кто и чем должен заниматься. Вместо слова «незатейливый» можно употребить слово «простой». В предложении очень скоро все эти сказочные чудеса стали восприниматься как незатейливый цирковый трюк. Вместо слова «незатейливый» можно употребить слово «заурядный». В предложении большинство из них были ординарными серыми людьми, сделавшими карьеру своим прилежанием или ловкостью. Вместо слова «ординарный» можно употребить слово «заурядными». В предложении длительная осада какого-то города, события ординарные, а вызвало к жизни такие замечательные произведения. Вместо слова «ординарные» можно употребить слово «обычные». В предложении «слушая звуки Прованс, глядя на публику, мы перекидывались самыми ординарными вопросами и ответами». Вместо слова «ординарными» можно употребить слово «простыми». В предложении «а когда вы и сами поверили в себя, то уже никогда не будете довольствоваться посредственными результатами». Вместо слова «посредственными» можно употребить слово «средними». В предложении большинство из них показывали довольно посредственные знания теории, но в практической работе равных им не было. Вместо слова «посредственные» можно употребить слово «слабые». В предложении об этом в ней говорило все: посредственные данные, задавленный голосок, банальные реакции. Вместо слова «посредственные» можно употребить слово «неважные». Слово «прогрессирующий» вместо слова «прогрессивный» нужно употребить в предложении «диагностировать и вылечить прогрессивную звездную болезнь в себе». Вот что такое высокая ответственность в пиаре. Слово «прогрессирующий» вместо слова «прогрессивный» нужно употребить в предложении «прогрессивные проблемы отрицательно влияют на экосистемы». Слово «прогрессирующий» вместо слова «прогрессивный» нужно употребить в предложении «прогрессивная мания величия Седала Белого как личность». Слово «гордыня» вместо слова «гордость» нужно употребить в предложении «варенка как никто знала, что гордость открывает путь порокам». Слово «гордость» вместо слова «гордыня» нужно употребить в предложении «гордыня македонского царя уже тогда шла впереди него». Слово «гордыня» вместо слова «гордость» нужно употребить в предложении «непомерная гордость мешала отцу проявлять добрые чувства». Слово «советчик» вместо слова «советник» нужно употребить в предложении
Наверное, в минуту нужную нашелся у него толковый советник. Слово «советник» вместо слова «советчик» нужно употребить в предложении. Теперь он хотел быть еще защитником, опорой, верным советчиком. Слово «советник» вместо слова «советчик» нужно употребить в предложении. Сопровождаемый старым и мудрым советчиком, отправился он на встречу с таинственным гостем. Слово «зрительный» вместо слова «зрительский» нужно употребить в предложении. Подобные образы крепче запечатлеваются в зрительской памяти. Слово «зрительский» вместо слова «зрительный» нужно употребить в предложении. Этот номер был предназначен для широких зрительных масс. Слово «зрительский» вместо слова «зрительный» нужно употребить в предложении. Сюжеты его видеоблога собирают тысячи зрительных просмотров. Слово «суетный» вместо слова «суетливый» нужно употребить в предложении. Надо было успокоиться и расслабиться, отбросить все суетливые вопросы и тревоги. Слово «суетный» вместо слова «суетливый» нужно употребить в предложении. Греховные и суетливые помыслы тогда могут навредить нам, когда мы не боремся с ними. Слово «суетливый» вместо слова «суетный» нужно употребить в предложении. Эти люди совсем не были похожи на суетных городских туристов. Слово «деловитый» вместо слова «деловой» нужно употребить в предложении. Деловое спокойствие и ожидание царили на месте, где стоял полк. Слово «деловитый» вместо слова «деловой» нужно употребить в предложении. Эта деловая суета вокруг все больше начинала раздражать. Слово «деловой» вместо слова «деловитый» нужно употребить в предложении. Дама в деловитом синем костюме выбежала из кабинета в слезах. Слово «цветной» вместо слова «цветовой» нужно употребить в предложении. В течение минуты на черном квадратике проявляется цветное изображение. Слово «цветной» вместо слова «цветовой» нужно употребить в предложении. Это была старая цветовая фотография, краски на которой уже поблекли. Слово «цветной» вместо слова «цветовой» нужно употребить в предложении. Окна украшали цветовые витражи с изображением птиц и цветов. Слово «заблудиться» вместо слова «заблуждаться» нужно употребить в предложении. В такой атмосфере легко заблуждаться в мыслях, потерять счет времени. Слово «заблудиться» вместо слова «заблуждаться» нужно употребить в предложении. Главное не заблуждаться в полученных знаниях, иначе не изменить жизнь. Слово «заблудился» вместо слова «заблуждался» нужно употребить в предложении. Нельзя сказать, что я совсем заблуждался и потерял в лабиринте знаний. Слово «техничный» вместо слова «технический» нужно употребить в предложении. Лицо брата было умиротворенным, движения рук техническими и плавными. Слово «техничный» вместо слова «технический» нужно употребить в предложении. Танцоры выполняли сложные технические и стилевые номера. Слово «техничный» вместо слова «технический» нужно употребить в предложении. Тайсона никогда не причисляли к самым техническим боксерам. Слово «черепаший» вместо слова «черепаховый» нужно употребить в предложении. Лошади продвигались вперед с черепаховой скоростью. Слово «черепаший» вместо слова «черепаховый» нужно употребить в предложении.
Не только часы, минуты ползли черепаховым шагом. Слово «черепаший» вместе слова «черепаховый» нужно употребить в предложении. Ремонт то продолжался, но уже черепаховым темпом. Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «утренний рассвет». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «первый дебют». Лишнее в смысловом отношении слово содержит в словосочетании «минута времени». Лишнее в смысловом отношении слово содержит в словосочетании «полные аншлаги». Лишнее в смысловом отношении слово содержит в словосочетании «идти пешком». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «наружная внешность». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «взаимный диалог». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «другая альтернатива». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «ответная реакция». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «избитая банальность». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «временная отсрочка». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «короткое мгновение». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «реальный факт». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «внутренний интерьер». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «предупредить заранее». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «смешивать вместе». Лишнее в смысловом отношении слово содержит словосочетание «повторить снова». Попал в перелет, говорят о том, кто оказался в опасном положении. За деревьями леса не видит. Говорят о том, кто не видит главного из-за множества деталей. Лезет на рожон. Говорят о том, кто предпринимает что-либо обреченное на неудачу. Закусил удила. Говорят о том, кто заупрямился, даже осознавая, что делает себе же хуже. Попал в просак. Говорят о том, кто оказался в глупом положении. Ловит рыбу в мутной воде. Говорят о том, кто извлекает, не афишируя для себя выгоду. Заткнул за пояс. Говорят о том, кто доказал свое бесспорное преимущество. Попал в заколдованный круг. Говорят о том, кто находится в безвыходном положении. Разводит трусы на колесах. Говорят о том, кто болтает впустую, выдумывает. Сидит между двух стульев. Говорят о том, кто находится в неопределенном положении. Продался за похлебку. Говорят о том, кто поступился большими и существенными ценностями. Сам себя высек. Говорят о том, кто причинил себе вред словами или действиями. Взял быка за рога. Говорят о том, кто действует смело и решительно. Точит лисы. Говорят о том, кто занимается пустой болтовней.
Загнал себя в угол. Говорят о том, кто поставил себя в сложную ситуацию. Отрезанный ломоть. Говорят о том, кто порвал связь с родными и близкими. За деревьями леса не видит. Говорят о том, кто не видит главного из-за множества деталей. Еще и кон не валялся. Говорят тогда, когда до начала дела еще далеко. А вы, друзья, как не садитесь? Говорят тогда, когда в коллективе работа не клеится из-за отсутствия профессионализма. Комар носу не подточит. Говорят тогда, когда придраться при всем желании ни к чему. Аж клочья летят. Говорят тогда, когда кто-либо очень сильно ругается с кем-то. Одним махом. Говорят тогда, когда что-то сделано очень быстро и хорошо. Аннушка уже разлила масло. Говорят тогда, когда сделанного не исправит. Без сучка и задоринки. Говорят тогда, когда что-то сделано очень быстро и хорошо. Ефрейторский зазор. Говорят тогда, когда есть запасное время перед началом чего-либо. Темнее всего перед рассветом. Говорят тогда, когда хотят кого-то утешить. Грамматическая основа предложения принятие нормы постоянно нарушаются действиями или бездействиями. Нормы нарушаются. Грамматическая основа предложения долгое время там на плантациях трудились привезенные из Африки рабы. Грамматическая основа предложения согретые любовью слезы растопили лед, сковавший его сердце. Слезы растопили. Грамматическая основа предложения, глядя в прошлое, я с трудом верю в реальность тех событий. Я верю. Грамматическая основа предложения, потом кто-то, крепко хлопнув крышкой рояля, звонко засмеялся. Кто-то засмеялся. Грамматическая основа предложения в мозгу ее случайно складывалось что-нибудь похожее на идею. Складывалось что-нибудь. Грамматическая основа предложения путь к единодержавному правлению в провинциях теперь открыт. Путь открыт. Грамматическая основа предложения прекрасна забота о воспитании, имеющая целью исправления людей. Прекрасна забота. Грамматическая основа предложения. А мне этот всеми забытый в нашей семье случай очень даже интересен. Грамматическая основа предложения. Современное общество прекрасно знакомо с подобной проблемой. Обществу знакомо. Грамматическая основа предложения, придуманный боярами, заговор против жизни самого царя раскрыт. Грамматическая основа предложения. Этот эффект изумительно поддержан окружающим архитектурным ландшафтом. Эффект поддержан. Грамматическая основа предложения. Испустив призывный клич, тотчас два брата бросились к нему. Грамматическая основа предложения. Вдруг из ущелья показалось несколько человек, скрытых темнотой ночи. Грамматическая основа предложения. Не так уж много людей вообще знают о существовании этого здания. Много людей знают. Грамматическая основа предложения. К ночи начал дуть резкий ветер, заставляя воду под лодкой бурлить. Начал дуть ветер.
Грамматическая основа предложения. Мы успели вернуть все полученное и, кстати, с хорошей прибылью. Мы успели вернуть. Грамматическая основа предложения. Это предложение может помочь вашему другу в решении проблемы. Предложение может помочь. Грамматическая основа предложения. Узнав о проблемах сына домой, она вернулась расстроенная. Она вернулась расстроенная. Грамматическая основа предложения. Не знающие проигрыша люди всем кажутся счастливыми. Люди кажутся счастливыми. Грамматическая основа предложения. Положительно ответив на поднятые мною вопросы, тренер вышел из зала. Тренер вышел. Грамматическая основа предложения. Взявшись за решение проблемы без применения силы, он добился отмены операции. Он добился. Грамматическая основа предложения. Принявший на себя командование македонцами, его сын не смог изменить ход битвы. Сын не смог изменить. Грамматическая основа предложения. Он смело шел наперекор судьбе, открывая лицо новым испытаниям. Он шел. Грамматическая основа предложения. Путь добра ребенок усваивает одновременно с познанием первых и важнейших истин. Ребенок усваивает. Грамматическая основа предложения. Полученные от главного зоотехника факты и сигналы директор решил скрыть. Директор решил скрыть. Грамматическая основа предложения. Придумывая на ходу детали, он принялся рассказывать нам красивую легенду. Он принялся рассказывать. Грамматическая основа предложения. Эту работу Леонардо, отец, ничего не раскрывая ему, отвез во Флоренцию. Отец отвез. В предложении, что же заставляет людей совершать неэтичные или аморальные поступки, существительные поступки выступают в роли дополнения. В предложении особо выразительной речи придет логическое ударение, существительные выразительные выступают в роли дополнения. В предложении тетушка прочитала по бумажке написанный для нее текст, существительный текст выступает в роли дополнения. В предложении вся окрестность мгновенно озарилась зловещим светом. Прилагательное зловещим выступает в роли определения. В предложении второе здание предлагало прочитать наизусть любимое стихотворение, числительное второе выступает в роли определения. В предложении родители были очень взволнованы. Полученным известием причастие полученным выступает в роли определения. В предложении текст отражает конкретный фрагмент окружающей действительности. Причастие окружающей выступает в роли определения. В предложении он выучил наизусть целые страницы французских книг. Наречие наизусть выступает в роли обстоятельства. В предложении с невероятным шумом и гамом мы бросились в рассыпную. Наречие в рассыпную выступает в роли обстоятельства. хайр дӯстон, насиб бошад дар дарсҳои оянда давомашро партофта мегирем. Дар канал дар плейлист маркази миллии тести аз дигар фанҳо вуҷуд дорад. хайр, то буздид.